Здравствуйте, ребята! Я рада вас видеть и хочу начать работу с вами. Желаю вам успехов в этой работе. Ребята, сегодня на уроке мы с вами познакомимся с легендой. Не с сказкой, а с легендой. Запомните это слово. Легенда – это историческое событие с элементами фантастики. Сегодня на уроке мы с вами прочитаем легенду «Созвездие Три-Архара». Когда мы будем читать легенду, вам встретятся незнакомые слова. Запомните их значение. Созвездие – это группа звезд, расположенных в звездном небе. Архар – это дикий горный баран. Ребята, а в слове «архар» на какой слог падает ударение? Архар. Молодцы, ребята! В слове «архар» ударение падает на последний слог. Следующее слово. Охотник – это человек, который охотится. Ребята, давайте составим предложение со словом «охотник». Охотник, он что делает? Верно, охотится. Какое предложение у вас получилось? Молодцы! Охотник охотится. Внимательно послушайте легенду. Я вам сейчас прочитаю. Легенда созвездия Три-Архара. В те времена, когда земля только-только стала землей, и по ней потекли реки, жил прекрасный охотник Туатай. Он умел так быстро бегать, что мог догнать любого зверя, да и стрелял без промаха. Тогда жили три архара, которые издалека чуяли охотника, и всегда им удавалось убежать. Это приводило охотника Туатая в ярость. Однажды Туатай сел на буранного жеребца, скинул на спину ружье и отправился на поиски трех архаров, чтобы расправиться с ними во что бы ни стало. Взял он с собой верного пса. Когда издалека заметил архаров, спрыгнул с коня, спрятался в кустах, приготовил ружье и стал ждать приближения животных. Но архары заметили охотника и помчались через перевалы. Туатай побежал вслед за ними. Собака тоже не отставала. Долго продолжалась погоня. У архаров уже иссякли силы. Но в самый опасный момент, когда охотник почти настиг их, у архаров выросли крылья, и они взлетели на небо. Вслед за ними взлетел и Туатай, и его собака. Охотник не мог хорошенько прицелиться, а собака не могла догнать быстрых архаров. Архары поднялись все выше и выше и превратились в звезды. И с тех пор они бегут от охотника, никогда не останавливаясь, и называют их созвездием Три-Архара. Ребята, а вам понравилась легенда? И мне тоже очень понравилось. А как звали охотника? Верно, ребята, охотника звали Туатай. А сколько архаров было в легенде? Молодцы, ребята! В легенде было три архара. Ребята, а сейчас мы выполним пальчиковую гимнастику, подготовим наши пальчики к практической работе. Вы готовы, ребята? Тогда начинаем. Наши руки, как глазки, открыли, закрыли, словно из сказки они появились. Вот кулак, а вот ладошка. И повторяй за мной ты, крошка. Кулак, ладошка, кулак, ладошка, кулак, ладошка. А теперь еще раз. Кулак, ладошка, кулак, ладошка. И повторяй ты за мною, крошка. Кулак, ладошка, кулак, ладошка, кулак, ладошка, кулак, ладошка. Молодцы, ребята! Запомнили? Ребята, а сейчас мы с вами нарисуем звездное небо. Для этого вам понадобится белый лист бумаги, краски,
кисточки, бутылочка с водой и, конечно, свеча. У нас будет очень интересный рисунок. Мы будем пользоваться свечой. Подготовьте лист, посередине положите перед собой. Теперь нарисуйте в разных местах звезды. Маленькие звездочки можете нарисовать и большие. Расположите звезды в разных направлениях. Ребята, если свеча вам не видна, вы не беспокойтесь. Эта свеча, она волшебная. Когда мы будем красить краской, у вас получится незабываемый и очень яркий рисунок. Ребята, возьмите кисточку, намокните его. Возьмите голубой оттенок краски и начните красить с верхнего уголка. Можете взять и другие цвета, например, фиолетовый. Ребята, смотрите, уже появляются наши волшебные звездочки. Ребята, а вы замечали? Ночью мы можем увидеть волшебное звездное небо, в котором очень много ярких и маленьких, и больших звезд. А звезд на небе очень много, их даже невозможно сосчитать. Раскрасим все края. Пользуемся кисточкой очень аккуратно. Не испачкайтесь. Ребята, а теперь возьмите другую кисточку. Возьмите оттенок белого цвета и можете побрызгать его. И у вас появляются маленькие точки. Ребята, теперь возьмите тонкую кисточку, возьмите оттенок желтого цвета и в любых направлениях нарисуйте линии, как будто мы видим сверкание звезд. Ребята, посмотрите, какой рисунок получился у меня. И вы можете попробовать дома нарисовать звездное небо. Можете повесить этот рисунок у себя в комнате. Молодцы, ребята! На этом наш урок подошел к концу. Всем до скорой встречи!